Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 18 июля, понедельник, на часах в Якутске 19:15. В прямом эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Наш гость сегодня – председатель Общественной палаты Республики Саха-Якутия Вячеслав Алексеев. Вячеслав Петрович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Сразу приступим к нашей теме. Вячеслав Петрович, Общественной палате 5 лет. Сейчас вы об этом чуть подробнее расскажете. Вот пятилетие совместной жизни называется «Деревянная свадьба». Как бы вы определили, какое дерево вам удалось вырастить? Может быть, это дуб, ну или молодой дубок. Может быть, это яблоня плодоносящая, а может быть, это красивый тополь. Скорее дуб. Но еще молодой, Ну, которому конечно, предстоит молодой, еще... да. Чтобы действительно создать тот орган именно нашей общественности, который бы твердо стоял на ногах и долго-долго служил жителям республики. Здорово. Завтра пятилетие. Каковы предварительные итоги, которые можно подвести? Ну, надо сказать о том, что 11 апреля 2011 года по инициативе Егора Афанасьевича Борисова был принят закон об Общественной палате Республики Саха-Якутия. И 19 июля того же года, 2011, состоялось первое организационное заседание первого состава, и этот день у нас в республике считается днем рождения Общественной палаты. Да. Конечно, Общественная палата за это время проделала очень большую работу по активизации гражданского общества в нашей республике. Приняты все нормативно-правовые акты, в том числе был принят закон и об общественном контроле, первыми в Российской Федерации. Сегодня у нас сформированы общественные советы в районах, созданы 47 общественных советов в министерствах и ведомствах нашей республики. И в целом, проведено практически 3 гражданских форума. Значит, и вообще сегодня активность жителей нашей республики, организации НКО поддерживается органами государственной власти, да, и общественностью. Вячеслав Петрович, ну а хорошо, на чем все-таки основной упор в деятельности Общественной палаты делается? Так, основной упор, это прежде всего общественная палата стала площадкой, на которой практически обсуждаются любые вопросы злободневные в нашей республике. То есть с участием практически органов государственной власти нашей республики, даже органов государственной власти Российской Федерации, с приглашением всех общественных организаций, независимо чем они занимаются, лишь бы было желание, вот мы собираемся и обсуждаем многие вопросы. Провели экспертное заключение по более 20 законов, в том числе закон по гектару земли и так далее, значит, по торам, последние такие важные законы, экологические законы. Они резонансные. Да, резонансные. С привлечением большого количества экспертов, значит, мы провели это обсуждение и выразили интересы всех жителей республики. При этом мы никогда не отклоняем какие-либо предложения наших жителей, пусть иногда они и разнятся, но тем не менее это мнение жителей, мы это все доводим до руководства республики и страны. Мнение людей, безусловно, это важно. Как работают общественные советы в 36 регионах? Но общественные советы в районах да. Сегодня практически, надо сказать, они встали на ноги, и это очень приятно, потому что благодаря этой работе общественных советов сегодня там активизируется работа. Конечно, прежде всего хотелось бы сказать, такие общественные советы, как Нерингри, там Бегеева Нелли Ханафеевна, Ленск, Марков Сергей Николаевич, Булунский район, Асаева Татьяна Николаевна, Хангалаский, Наталья Николаевна Решетникова, Миган Хангалаский, Рудольф Карлович Михайлов, Горбатюк Борис Александрович, город Якутск. Практически многие общественные палаты сегодня стали на ноги, и они уже стали активно работать с органами местного самоуправления. И это главное, они выражают интересы. Было много случаев, когда и мы выезжали на места, провели мы 6 форумов в целом за 5 лет с выездом в районы, обсудили многие вопросы, начиная с развития Южно-Якутского комплекса и кончая сельскими районами. А из экспертов кого и по каким вопросам привлекает Общественная палата? Кстати, давайте перечислим, людям тоже приятно. Так, действительно, сегодня эксперты оказывают очень большую работу. Конечно, это прежде всего нам большую помощь оказывает Корнилова Зоя Афанасьевна,
принимают участие Турантаев Иван Лаврентьевич, Медведева Людмила Герасимова, Винокурова Ульяна Алексеевна, Васильева Галина Сафроновна принимают участие, Петров Дмитрий Алексеевич, это ЖКХ контроль, Кугаевский Александр Андреевич. Да. Вот действительно, эти люди всегда охотно идут и помогают нам в экспертизе законов и в тех или иных таких сложных вопросах. То есть нельзя так говорить по каким вопросам. Наверное, эксперты привлекаются по широчайшему Да, практически кругу. Да, по всем вопросам мы их приглашаем. Мне было очень отрадно даже видеть на заседании общественной палаты Доры Иннокентьевны Кобякову, Эдей Дора. Постоянно у нас бывают представители партий, депутаты Государственного собрания Илтумен. Сейчас это стало уже в порядке нормой, вещей. нормой. Да, нормой. Я уже о министрах Это нашей хорошо. республики и не говорю, потому что всегда на заседаниях вот они и информируют, и принимают самое активное участие. А если говорить непосредственно о членах самой вот общественной палаты, их активность какова? Значит, по членам общественной палаты хотелось бы сказать о том, что действительно вот часть членов общественной палаты, вот самые активные, перешли с первого состава. Конечно, первый состав это Василий Николаевич, тогда вот был, Калитин Николай Романович был, вот они принимали самое активное участие во всех делах. И вот членов Владимир Михайлович. Ну, а сегодня надо сказать о том, что у нас очень активно вот Богословская Марина Олеговна, Гриценко, Тоскин Станислав Иванович, Егоров Иван Яковлевич. Значит, ну и многие другие. Конечно, есть те, которые с прохладцей относятся, но с ними мы ведем определенную работу. Если не обойти стороной международные игры «Дети Азии», то как соприкасались игры и общественная палата? Как-то было какое-то соприкосновение? Значит, соприкосновение есть, потому что мы, как выразители интересов нашей республики, всегда, значит, по всем таким важным политическим, спортивным, другим мероприятиям принимаем участие. Это главное для нас имидж. Это развитие республики, а тут вообще касается развития молодежи. Этот состав, особенно во втором составе, мы очень активно начали работать по вопросам детства. Начиная от вопросов питания, кончая вопросами оздоровления, спорта и так далее. И вот в этом плане работаем. Понятно. Давайте, может быть, поподробнее объясните, пожалуйста, что такое вот смена названия на якутский язык? Да, в новом законе... Потому что многим-то кажется, что общественная палата будет переименована, но Нет, это не так. В новом законе об общественных палатах регионов сказано о том, что может быть национальное название общественной палаты. Общественная палата республики, оно меняться не будет, но с учетом национальных традиций у нас же есть в республике Ил-Тумен, есть Ил-Дархан, ну и совещательный орган, но сегодня на слуху Ил-Сюбер, совещательный орган всех общественных организаций, активных граждан нашей республики. То есть общественная палата в скобочках? Да, в скобочках. Понятно. Ну это еще пройдет обсуждение общественное. Ну и потом примем решение. А вы не знаете еще, когда Конституционная комиссия может рассмотреть предложение о наделении Общественной палаты республики правом законодательной инициативы? Егор Афанасьевич такое поручение дал. Сегодня вообще работа ведется, но эта работа очень сложная. Очень сложная. К сожалению, у Общественной палаты сегодня не до конца решен вопрос аппарата, то есть статуса. Ну и вот я думаю, что вот с принятием многих решений, особенно приведением в соответствие нашего закона вот вновь принятому российскому закону, это будет очень приятно. Но инициативу Егора Афанасьевича мы всецело поддерживаем и за. Это поможет нашей общественности иметь свой голос. Ну, конечно, конечно. Остался год до завершения работы Общественной палаты в том составе, вот в нынешнем ее составе, да? Что поменяется? Значит, вот в новом законе об общественных палатах чуть меняется принцип формирования. То есть, значит, если сегодня 30 человек общественной палаты, из них 15 назначаются главой, и 15 избираются на конкурсной основе, и 36 от улусных общественных советов, то в следующем будет 1/3 идет от главы,
И при том это 1/3 будет формироваться из числа общественных формирований коммерческих организаций Российской Федерации, зарегистрированных, уже имеющих российский статус. 1/3 из числа республиканских общественных формирований будет, значит, формироваться Государственным собранием ЛТУМН. И затем они уже из числа местных НКО, значит, будут еще 1/3 формировать. И мы еще надеемся, не надеемся, мы уверены в том, что 36 человек от районов должны остаться. Ну и при этом будет аппарат общественной палаты, там, в виде ГУБУ или же учреждения. Ну и при этом, значит, руководитель общественной палаты будет назначаться главой республики по представлению общественной палаты. Так что, в принципе, работа очень серьезная. Ну и плюс вот то, что предыдущий вопрос вы задавали, мы сейчас готовим вопрос о том, чтобы, внести предложение по формированию. Потому что, к сожалению, и в первом составе, и во втором составе, иногда приходят люди, которые, не могут активно работать. Вот хотелось бы, чтобы в этом плане был хороший отбор. Теперь по формированию общественных советов. Кстати, Егор Иванович, по-моему, говорил об этом, что не все активно работают. И этот вопрос я перед ним ставил. Да. Значит, теперь по формированию общественных советов хотим поменять. Принято положение правительства Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации, согласно которого 75% должны формироваться из числа общественников общественными палатами, 25% экспертами. То есть, значит, в этом плане и правительственная комиссия, затем органы исполнительной власти должны утвердить. Уже будет полная независимость от руководителя органа исполнительной власти. И тогда будет четкий и общественный контроль, и, значит, участие общественности в делах тех или иных министерств и ведомств. Это одно. И, во-вторых, этим законом сегодня дано право общественным палатам регионов работать с территориальными органами, федеральных органов исполнительной власти. Ранее этого у нас не было. Как завтра день ваш пройдет? Остается меньше минутки у нас, буквально в двух словах. Завтра мы решили провести расширенное заседание Совета общественной палаты, обсудим итоги 5 лет и наметим дальнейшую нашу работу. И, к слову, хочется сказать, что завтра... Гостей ожидаете? И, у нас будет эксперт, у нас будут общественные советы. И завтра мы откроем наше здание общественной палаты республики. И вот очень приятно сегодня мне сказать людям, пожалуйста, приходите на Курашова 24, значит, 4-й этаж, 401-402 Вы вынуждены прощаться. Это была «Арена событий». Сразу после нас фильм о Евгении Евтушенко.